Не хотелось бы напоминать, но до конца лета остается 11 дней. Однако августовские звездопады никто не отменял, а значит, время романтики только начинается. Поэтому сам путь ведет в кино, а там подборка премьер, скажу прямо, соответствует. Начнем с умной романтической комедии «Я создан для тебя». Фильм раскроет актуальные современные темы одиночества, любви, суррогатного счастья и инициации чувств. Мы, свободные девушки, сбившиеся с ног в поисках идеального партнера, часто вспоминаем бессмертное: «Хочешь идеального мужчину, роди его сама». Именно этой пословице, видимо, следует в своей новой ленте немецкий режиссер Мария Шрадер. Правда, в своей ленте она решила его придумать. Помогли режиссеру в реализации задумки исполнители главных ролей Марен Эггерт и Дэн Стивенс. Кстати, фильм поставлен по мотивам рассказа Эммы Браславски, который был в пандемическом 2020 году даже отмечен национальной немецкой премией в номинации «Лучшая повесть». А вот сам фильм стал обладателем «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Итак, в центре сюжета научный сотрудник Альма. Для того, чтобы получить финансирование на одно свое исследование, она принимает участие в необычном эксперименте, в ходе которого ей предстоит жить несколько недель в компании с роботом-гуманоидом. Что из этого выйдет и станет ли он идеальным партнером для героини, узнавайте сами. Ну а сейчас приглашаю вас встретить «Полночь на злаковом поле». Именно под таким названием вышла новая картина от режиссера Рэндала Эммета. Под таким поэтическим названием кроется криминальный триллер, между прочим. В главных ролях мы увидим Брюса Уиллиса и Меган Фокс. Последняя, к слову, просто радует кинопремьерами. В 2020 году она подарила поклонникам аж 3 своих киноработы. Итак, в центре сюжета работа ФБРовцев, которые пытаются накрыть сеть торговцев людьми. Однако, как водится, одно преступление может раскрутить целый клубок правонарушений. В общем, ФБРовцы и детективы объединяют свои усилия. И что из этого получается, узнавайте сами. Я же подчеркну, что фильм завуалированно рассказывает о преступлениях, совершенных так называемым убийцей на стоянке грузовиков Робертом Беном Роудсом, который орудовал в США в 70-е, 80-е и 90-е годы прошлого века. Но не будем о грустном. Предлагаю окунуться в духовную вселенную режиссера Леуса Каракса и посмотреть его новую работу «Аннет». Мелодрама с эффектом мюзикла получила одни из главных наград на Каннском кинофестивале. Возможно, потому, что работает это кино как катарсис. Измучает душу до крови, но сделает это необходимым этапом ее очищения. В центре сюжета стендап-комик. Он теряет свою жену, оперную певицу, и остается в этом мире наедине со своей маленькой дочкой, которая к тому же оказывается не его родной. История о том, что нет жизни после смерти. История о том, что многие стендап-комики вовсе не шутят. Этот фильм как альтер-эго режиссера и рассказ о подлинном отчаянии. В главных ролях мы увидим Марион Котийяр и Адама Драйвера. Почему стиль французского режиссера Каракса называют ни на кого не похожим? Каким образом постановщик манифестирует свой отказ от традиционного мюзикла и на какую глубину зритель должен готовиться опуститься? А также при чем здесь деревянная кукла? Узнавайте сами. Правда в кресле кинотеатра.